Акция «Белдержстрах детям» у Беларуси проходит уже 3-й год. Ведущая страховая компания проводит ее разом с Министерством адукации. Сутность простая – патлумачить детям, особливо напередодні каникул, як правильно вести себя на дорогах и каля водоемов у лесе. Знизить тем самым дитячий травматизм. У межах акции сёлета «Белдержстрах» выдаткаваў 560 миллионов на потребы 23 установ адукации краины. Страховые сертификаты у нашем регионе отрымали 3 установы. А кроме Бярозовской школы у ліку шчасліўчыкаў Дывінскі дзіцячы дом и Ляхавіцкая гимназия. Помер допомоги от 20 до 30 миллионов рублей. В ходе этой акции мы выбираем, скажем так, школы в Республике Беларусь. И этим школам выделяются денежные средства, которые можно будет потратить на оборудование классов по безопасности дорожного движения. То есть приобрести какие-то телевизоры, ноутбуки, какую-то аппаратуру. Школы выбирали по принципе тесного и протяглого супрацоўніцтва с Белдержстрахом у частцы пропаганды страхования детей от несчастных выпадков. Например, тут у Бярозі до процедуры страхования батьки ставятся с разумением. Для каждой возрастной категории есть свои виды страхования. Если это дети дошкольного возраста, это вариант страхования «Малыш», «Малыш плюс». Если это уже идет учащиеся школ, это варианты страхования мы применяем «Школьник», «Школьник плюс». И, естественно, если ребенок активно занимается спортивными видами, применяем вариант «Спортпрофи». Страхование само, оно, конечно, не убережет нас от несчастных случаев, от их последствий, которые в результате могут наступить. Но стать материальной поддержкой, либо просто каким-то дополнительным денежным доходом, который можно будет потратить на восстановление здоровья, на поддержание боевого духа, конечно, может. Заключить договор страхования просто. Дастаткова звярнуцца у прадстаўніцтва Белдержстраха по месцы жыхарства ці выклікаць страхового агента на дом. Дадатковую информацию можно знайсці на сайте Белдержстраха ці даведацца по телефонах, якія вы зараз бачыце на своих экранах. Татьяна Болтуть, Александр Воронин, телерадиокомпания «Брест».